Юные химики съехались со всего мира, чтобы поучаствовать в международной Менделеевской олимпиаде, чтобы узнать, кто станет самым лучшим. Гарри новостей посчастливилось пообщаться с победителем олимпиады. В Астане прошла 57-я международная Менделеевская олимпиада, которую приехали покорять 113 молодых ученых из самых разных уголков мира. Больше всего золотых медалей удалось завоевать ученикам из нашей страны. Башкортостан тоже принимал активное участие, и ученику Башкирского республиканского инженерного лицея-интерната Вадиму Харисову удалось завоевать золотую медаль. Отрадно, что сейчас про нас говорят не только на уровне республики, сейчас говорят о том, что на уровне уже и России, а теперь уже знают за пределами России. Во время приезда Вадима в родной лицей его торжественно встречали, и вся параллель школьников с директором вышла, чтобы поздравить Вадима и пожелать ему дальнейших успехов. Олимпиада состоит из 3 туров, 2 теоретических и экспериментальный. На первом туре школьники должны выполнить 8 обязательных задач. После на втором туре проверялась универсальность подготовки каждого участника. Ребята должны были выполнить задания из самых различных сфер химии. И, наконец, последний экспериментальный тур, на которых смог отлично себя проявить Вадим Харисов. Я учусь в 7 классе, и у нас только начинается проходить химия. И, пожалуйста, объясни, что такое валентность, я ничего не понял по рассказам учителя. В смысле объясни? Валентность, в 2 словах. Валентность — это количество связей, которые образуют каждый элемент. Допустим, там углерод, он 4 связи образует. Но для того, чтобы победить на международной олимпиаде, тебе этого знать не надо. Ты победил в олимпиаде. Как изменится твоя жизнь? Победа на таком высоком уровне заставляет самого себя поверить в то, что я и в дальнейшем могу достигать таких высот. У меня сложилось впечатление, что ты отличник, и 24/7 ты читаешь книги и учишься. Вот расскажи, это так? Ну, это абсолютно в корне неверно. Я уверен, что как и у меня, и у других олимпиадников есть свои увлечения. Вот я, к примеру, стараюсь регулярно вести свой канал на ютубе. Там я прохожу Geometry Dash. Кстати, всем советую подписаться на него. Вас ждет много интересного. По словам Вадима Харисова, Менделеевская олимпиада дала много опыта и понимания, что такие масштабные состязания школьников по всему миру можно выиграть. И это только начало. Отдельную благодарность Вадим хочет выразить своему учителю Айнуру Гумерову, который на протяжении олимпиады помогал и сопутствовал. Верим, что мы снова увидим его на телеканалах и услышим о его новых достижениях. Многие школьники считают химию сложным предметом, но пример Вадима Харисова показывает что все возможно, и остается только трудиться и идти к своей цели. Оскар Николаев, Наиль Гальнорин специально для Горы новостей.